Перед репетицией постановки актеры разминаются в гримерке. Нас встречают в необычных костюмах эпохи Возрождения. Все актеры узнаваемые роли исполняли и сами нарты, и местные артисты. Комедия, наверное, трагедия. То есть хорошее, плохое, добро и зло всегда рядом. Поэтому и выбрали «Ромео и Джульетта», одна из самых знаменитых вообще пьес, постановок. Так что попытались сделать это очень смешно. Я думаю, что зрителям понравится. Выбирали актеров, исходя из того, что мы хорошо в команде все друг друга знаем. И ребят, которые привлекали по образам, то есть пытались. Но на самом деле у нас Ромео не совсем такой, как он у Шекспира. Он у нас чуть-чуть другой, более комичный, слегка только всего лишь романтичный. Каждой девушке хочется почувствовать себя светской барышней, тем более 17 века. Вот она, профессия актера. В наш век айфонов и новомодных технологий чувствовать себя принцессой, быть на балу, это очень приятно. Чувствуешь сразу себя такой барышней. Но я думаю, до конца получится ощутить, когда мы будем на сцене перед зрителем. То есть мы поверим в эту сказку на самом деле. Каждый раз нарты из Абхазии к Новому году готовят интересные юмористические проекты. В этот вечер зал филармонии был практически переполнен. Зрители в ожидании чего-то необычного и интересного. И как всегда, нарты с этим справились на все 100, превратив трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» в мюзикл. Появились и песни, и танцы, и, конечно же, очень много юмора. Без спонсорской поддержки воплотить задуманное в реальность было бы невозможно. Компания Amobile уже не в первый год помогает в реализации подобных проектов. Каждый год мы готовим интересную новогоднюю программу для эфира «Апсотирхопшра». Несколько лет подряд делаем мы это вместе с нартами из Абхазии. Но особенность эфира этого года заключается в первую очередь в формате самого представления. Впервые это будет новогодний юмористический мюзикл. Для этой постановки мы привезли специальное сценическое оборудование. Ребята в первый раз предстанут перед зрителями в костюмах эпохи Возрождения. Как нам кажется, это позволит нашим зрителям встретить Новый год в хорошем настроении, с хорошими шутками и запомниться людям надолго. Да и вообще в целом хочется, чтобы весь 2017 год запомнился нам историями только со счастливым концом, как и Ромео и Джульетта в нашей интерпретации. Как и у Шекспира, события происходят в Италии и в Вероне, но места очень узнаваемы для абхазов. Две враждующие семьи ведут междуусобные бои. По задумке постановщиков красавицу Джулию из семьи Гудаулетя пытаются выдать за богатенького жениха. И даже устраивают кастинг, но юная девушка отвергает всех кавалеров. А семья Чемчереки никак не может женить своего Ромео. Все попытки тщетны. И все как по сюжету. Братья Ромео уговаривают юношу поехать на бал на вражескую территорию. Там-то и встречаются главные герои. Вы мне мою мать напоминаете, Ромео. Джульетта, бежим! Я хочу познакомить вас с моими бабушкой и дедушкой. Но на дворе ночь давно. Они, наверное, спят уже давно. Нет, кладбище работает круглосуточно. Пошли. Конец истории отнюдь не печален. Наконец все узнали, что обе семьи из Гудаулетия, Чемчереки желают только одного – счастья своим детям. Оттого и породнились. Совсем не по сюжету, скажете вы, но ведь любовь выдержит все испытания. Авторы проекта уверены, что спектакль принесет массу удовольствия зрителям, ведь его еще можно будет увидеть и в новогоднем эфире абхазского телевидения. Сима Аргун Саидайба, Абхазское телевидение.